вы кто, чтобы мне такое предлагать? Я Паук Андрей. Волк или кто? Паук Андрей. Вы вопросы мне будете говорить? А что, нельзя? Ну, конечно, нельзя. Вы приедете сюда, вам здесь все расскажут. Ты будешь завидовать мертвым. Я сказал, что я порядочный милиционер. Где ты? Я тебя жду возле дома. Мне Да сказать прям надо. Где ты тут, пробки, блядь? подожди. В какой пробке? Пробка только в этой бывает. Где ты, говорю? Прывітанне. Сёння я буду званіць міліцыянтам і дразніць іх. Вам так рабіць не раю, бо гэта не ўпрыгожвае чалавека, і сёння на маім прыкладзе вы пераканаецеся ў гэтым. Першым будзе Паласкоў Евген Геннадьевич, які ходзіць па дамах і вышукивае экстрэмістаў. Глядзіце. Евгений Геннадьевич, есть сообщение по экстремистам. Даже по одному главному самому. По какому? Записывайте. Александр Григорьевич Лукашенко. Проверьте его. Угу. Экстремизм. Обязательно, хорошо. А к нормальным людям не ходите, не стучитесь, не ищите их. Да? А вы кто, чтобы мне такое предлагать? Я Паук Волк Андрей. или кто? Паук Андрей, я выше. А, Паук Андрей вы выше. Что, вам скучно живется, Паук Андрей? Евгений Геннадьевич, не надо только хамить. Вы служите народу, я представитель этого народа. У меня в паспорте так и написано, что я защищен законом. В паспорте у вас указана фамилия, отчество и дата рождения, начала вашей жизни. Там еще указано, что я нахожусь под защитой государства белорусского. Что вы хотите еще сказать? Не надо людей пугать, ходить к ним, а вот самого главного преступника, Александра Григорьевича, вот вы его, пожалуйста, опросите, допросите и в тюрьму посадите. Какие-то другие еще предложения? Ну, посмотрим, как справитесь с этим заданием, а потом уже, может, и медаль дадим. Все? Да, хорошего вечера. Вам не хворать. До свидания. Зараз будзе матэрыял, які я записываў ці то 2, ці то 3 месяцы назад, таму дакладна не памятаю, хто гэта. Магчыма, яго завуць Сергей Белячэўскі, але гэта не дакладна. Слухайце і, можа, пазнаеце, дык напишите ў каментах. Алло, Сергей, привет. Добрый. Чё такой смелый? В смысле? Чё ты з магаров там гоняешь? Каких? Яких змагаров, что это, сейчас я напомню. Активно участвовал в задержании мирных белорусов и в лжесвидетельствовании в судах. А, ну это есть. Зачем? Такое. Так надо. Почему так надо? Порядочек. Это же аморально, это же. В чем вопрос? Аморально это, тебе не стыдно? Мне нет. Знаешь, а нацистам тоже у Гитлера не было стыдно. Да, с кем я говорю хоть? С Пауком. И что? Ну скажи свое оправдание что-нибудь. Что мне тебе сказать? Скажи, ты за деньги это делаешь или за идею? Я Ты. выполняю свою работу, никого не гоняю. Так ты порядочный? Я да. А какой у тебя рефлекс на «Живе Беларусь»? У меня Да. без комментариев. Ну Хочешь как? пообщаться, приходи, пообщаемся. Сергей, помните, я вам звонил как-то, может? Ну, может быть. Я спрашивал насчет лжесвидетельствования в судах. Ну, все может быть. А что вы хотели? Почему вы так делаете? А кто вы такой? Меня зовут Паук Андрей. Ага. Ну, я не готов с вами на этот счет разговаривать. Так это стыдно, я хочу вам сказать. Ну, это лично ваше мнение, и, пожалуйста, больше не звоните на этот Так номер. нельзя же так делать, людей подставлять. Пожалуйста, не звоните на этот номер. До свидания. Ну, пазналі, ён ці не. А зараз будзе іншы міліцыянт. Завуць яго Посах Алексей Иванович, начальник инспекции по справах непаўнагадовых маладзечынскага рауса. Лёша, что ты такой смелый? Почему? Ну потому что тут угрожал забрать детей у матери за участие в акции протеста в 2020 году. Кого? Женщина утверждает, что ей сказали, заберут детей, если мы будем ходить на акции, ну если она будет ходить. Гонял Азмаров. Кого гоняю? А с кем я общаюсь? Блин, какой номер? Это Паук. Ну да что за паук? Ну узнаешь потом. Ты служишь преступному режиму за деньги или энтузиаст? Во как.
Я ж не знаю, с кем общаюсь. Короче, прекращай это, а то сядешь надолго-надолго. Вы угрозы мне будете говорить? А что, Ну, нельзя? Ну, конечно, нельзя. А чем ты руководствуешься? Своим. Есть законодательство. Что там написано? А если ко мне угрозы какие-то есть, добрый человек, я тебя не знаю. Приедь и скажи. Иногда не до А закона. если нет, на телефоне вдалеке нечего говорить тогда. Посох, ты не Нужно сюда нервничай. быть мужиком, нужно сюда чуть-чуть быть мужиком. Наступныя героі гэта дубовік ці дубавік Вольга і ейны мужик Алексей. Вольга суддзя. Паслухайце, як яны сябе нахабна ведуць. А кто ты такой? Нет, ты послушай меня, хватит Змагаров судить ни за что. Лукашенко осуди лучше. Что ты говоришь, клоун? Лукашенко осудить, пускай Оля твоя. А кто это звонит, человек? Ты знаешь, куда звонит? Так, матом не ругайся, пожалуйста, я культурно разговариваю. Я тебя спрашиваю, куда ты звонишь, человек? Я звоню Оле Анатольевне. Да? Ты же знаешь, с какого номера звонишь? С какого? Ну, я сейчас твои данные узнаю 2 секунды. Так, ты, В течение 10 минут узнаю, кто ты звонил. ты мне угрожаешь, слушай? Тебе угрожаю напрямую. Давай встретимся, иди сюда. Куда мне ехать? Короче, улица Минская, 12, давай. Минская, 12? Сейчас приеду. Ну приедь, как я тебя узнаю? Узнаешь, буду на Рено на белом. Чего, давай, через 10 минут там буду. Олю бери с собой, Олю бери. Что ты хочешь? Короче, 12 апреля 22 года приговорила 4 молодеченцев к колонии за сцепку. За сцепку приговорила. Ну зачем? Я тебе сейчас приемчик покажу. Давай сейчас прием. Короче, скручу и удушающий. Не встанешь. Да. Ты думаешь? Отвечаю. И всё. Я буквально через 2 минуты приеду уже. 4, может быть. Алло. А вы там уже? Да. Номер машины какой? Я не вижу. А какая тебе разница, какой номер машины? Выходи. Где ты? Я тебя жду возле дома. Подожди, Человек. ты не нервничай. Что никого мне ждать, блядь? Таких даже бабы не ждут. Ты где, говорю? Алексей... Ты же, блядь, тут мне клялся каким-то удушающим, что-то еще, я не Леша, знаю. Да я, подожди, разминаюсь, подожди, подтягиваюсь 3 раза. Где ты что там подтягиваешься? Я подтягиваюсь и я шпагат делаю, надо тебе добре надавать Тумакову. Клоун, блядь, ты кому хочешь что-то дать? Разогрей. Ой, А ты уже приехал, да, с Олей? Да я тебя жду, ты же говоришь, что там выйдешь, блин. Что ты Да. мне лапшу вешаешь? Так ты Вот молодец. подъехала, тебя тут нету, блин. Так Ты знаешь, что я... Ты просто... горой. Молодец. Человек, я с тебя просто по сотам пробью. Где ты, что ты, откуда ты звонишь, блин? Номер белорусский, я с тебя найду. Ты мне плохо знаешь. Слушай, я, короче, тут сейчас шпагатик сделаю. Так, растянусь. Подожди меня еще. 5 минуточек буквально. Ну, такие сыкуны, как ты, это понятное дело. Вы все такие. Все, Чисто уже... языком херячить и все, бля. Остальное, блин, только без дела. Алексей, вось так і твой Лукашенко херачыць языком без дела і на дэбаты не прыходзіць да рэальна моцных супернікаў. А я з тобой поступіў як Лукашенко. Дык табе непрыемна, так? А цяпер зорны час для спецназаўца Дениса Булавацкага. Когда-то настанет тот момент, когда я все равно тебя найду. Не я тебя найду, братья мои тебя найдут. И ты, падла, послушай меня, ты будешь завидовать мертвым. Я здзівіўся, калі даведаўся, што ў Дениса ёсць жонка. А ці можа такая істота, як Денис, любіць іншага чалавека? А можа ён яе б'е? Давайте запытаемся у яе. У меня все в порядке. Мне такие гадости наговорил денег. Вы себя пожалеете, я вам еще раз говорю. Ну как такого эсэсовца можно любить? Вы приедете сюда, вам здесь все расскажут. По закону все расскажут. Знаем мы ваш закон. Не до законов иногда. Слышали такую фразу? Знаете что, счастья вам. Хорошо, в жизни. спасибо. Вот И не вам тоже. хватает у вас. У красавіку 20-го года мне патэлефанавалі ад імя міліцыянта Файзуліна Александра Фарыдавіча. Дзіўнае прозвішча, так, і імя па бацьку. І нагадалі, каб я не займаўся сваёй грамадскай актыўнасцю. Вот когда ты уже сядешь туда, куда надо, вот тогда ты уже будешь знать, что ты нарушил. Пра гэтую гісторыю вы можаце даведацца на маім канале «Рудабельская паказуха» у роліку «Пранк з Фарыдавічам». У той час, каб гэты выпадак не прайшоў дарма, я прыдумаў песню, каб пра Фарыдавіча ведалі як мага больш людзей. І вось зараз вы паслухаеце яе, але спачатку паглядзіце размову з Александром. Дзякуй за прагляд, да сустрэчы ў эфіры, жыве Беларусь,
Пишите комментарии и ставьте какие-нибудь пальцы. Покуль. Здравствуй, дорогой. Добрый. Дело есть. Ну, что случилось? Песню про тебя Александр Фарыдович сочинили мы. Какую? Так и называется, Фарыдович. Слышал, может? Ну, слышал, ну. Как, понравилось? Ну, а вы что? Почему? Ну, потому что. Как надо сделать, чтобы тебе понравилось? Да никак, ну, оставьте в покое, да и все. Александр Да. Фарыдович, а ты порядочный милиционер? Ну, конечно. Я уже не милиционер, я уже на пенсии. Лукашенко поддерживаешь? Я сказал, что я порядочный милиционер. Короче, паук это. Может, встретимся? Ну. Приезжай в Литву. Ну, если у вас ко мне больше нет вопросов, ну, я... Мы репетируем эту песню, короче, так хотел поддержать Ну, всех ну, участников, с тобой поговорить. Репетируйте, но я вам не звонил, и, соответственно, ну, с вами я впервые общаюсь. Все будет хорошо. Держись, пока. Ну, я не сомневаюсь. До свидания. Здравствуй, дорогой. Кто это? Свои. Фаридович бере телефон Максима і шукає номер павука. Ось це шоу телефонує, а не торнулась рука. Александр Фаридович меня зовут. Фаридович, Фаридович, мы тебе яще подкинем, мы тебе яще подставим и за кратами подкинем. Давай заканчивай, сынок. Фаридович, ай-яй-яй-яй, Фаридович, ай-яй-яй-яй, Фаридович, ай-яй-яй-яй, Фаридович, ай-яй-яй-яй. Все, давай, сынок, заканчивай ерундой заниматься. А то что? А не то сядешь надолго-долго-долго. А почему? Понятно? Потому что, блин. Гэта, мабыць, звоня КДБшник Лёня хоча нацкаваць нас, хоча пасварыць. Лёня на раёне, свет па тэлефоне, ён не дасць спакойна нам с тобою жить, нам с тобою жить, нам с тобою жить, нам с тобою жить. Андрей, Да. ну так что ты мне скажешь? Кто это? Замначальник управления главного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облсполкома. Это я. Опять старая песня.